Добрый день, дорогие соотечественники, слушатели, друзья. Некоторый был перерыв в выступлениях в Ютубе. Это связано, во-первых, летние каникулы, во-вторых, ситуация в Туркменистане. Надо было наблюдать, что происходит, что будет делать новый этот самый президент. Но он все равно называется президент. Он способен что-нибудь менять или не способен? Вообще, как это будет выглядеть, политика Туркменистана с этой рокировкой отца-сына, да? Передавая свою власть своему сыну, Бердымухамедов не думал в Туркменистане соблюдать законы. Он не думал в Туркменистане менять экономическую ситуацию, создавать рабочие места, чтобы народ работал, чтобы не было в стране, или хотя бы сократить проблемы, существующие обеспечением воды, работой и соблюдением законов для человека. Этого не произошло и не произойдет. И каким образом это не происходит? Вот об этом сегодня постараемся говорить и разобраться. Поэтому тема сегодняшнего нашей беседы называется «Война и мир». Как живет туркменская диктатура. Мировые войны и как это влияет существованию туркменского режима. Во-первых, эти войны происходят не за интересы народов. Возьмите в любой стране и любой конфликт, где бы они ни произошли, интересы местного населения не соблюдались. Приходили солдаты агрессора, убивают население, насилуют женщин, насилуют девушек, убивают стариков, детей и топчут эту землю под грязными ногами. Кровавые солдаты оттуда уходят, как называют, груз-200, или в других странах, может, по-другому. А их матери дома тоже плачут. Так получается, не те страны, где война развязана, народ, не те солдаты, у которых мать дома плачет, они не в их интересах эта война. Война в интересах диктаторов, агрессивных диктаторов, которые хотят завоевать земли, страны и его экономические ресурсы. Вот. И почему этим диктаторам нужны диктаторы, маленькие диктаторы? Я бы даже сказал, вот Бердымухамедов сейчас передал свою власть своему сыну. Я бы даже сказал, это маньяк. Это больше того, это не диктатор, это маньяк. Значит, он что делал? Почему войны происходят не по интересам народа? Тут кроется гегемония над миром, да, я уже говорил. Диктаторы хотят править над миром, над ресурсами, природными ресурсами мира. И захватить земли этой страны, и чтобы они подчинялись им, чтобы оттуда всасывать деньги и набивать свой карман. И эти банки. Банки, кстати, тоже виноваты. Этого нельзя допускать. Тут политики не играют такую истину. Позволяют банкам, значит, вот эти деньги, чтобы вместили эти ворованные деньги в счетах этих банков. Это тоже надо, давным-давно надо пересмотреть. Это против человечества. Это уже ошибка другая. Не ошибка, а интересы другие. Получается, интересы Бердымухамедова совпадают с интересами некоторых банков, где он держит деньги.
Это же преступник, диктатор. Как это может банк держать его деньги на своем счету, когда там миллионы человек не имеют работу, голодные, умирают и без будущего. Это гегемония. Это мировая гегемония диктатора. Хочу сказать, что вот осуществляя вот свои репрессивные действия, диктаторы хотят внести изменения правила жизни, быта человека. Простое правило. Человек родился, вырос, учился, вырос, нашел работу, женился и живет, и снова у него рождаются дети. Это простые правила. Вокруг этих простых правил что есть? Конституция и законы. Вот это все они хотят изменить в собственных интересах. Они хотят свою диктатуру укрепить чем? Меняя Конституцию, не соблюдая законы. Сами диктаторы нарушают все законы. И отсюда идет вся беда и распространяется по всему миру, и падают на голову людей бомбы, ракеты, и разрушаются дома, города, и быт человека. И он бежит куда? В Европу или другие цивилизованные страны. Ищет себе укрытие. Вместе с ними бегут люди, преступные элементы вот этих диктаторов. Они и здесь, в Европе, тоже пускают свои корни. И вот они все вместе сегодня хотят править миром. Но не тут-то было. Еще есть высшие силы. Когда мы ничего не ждем, говорим, все это закончилось, неожиданно открывается портал, называемый. И ты находишь другое направление. Вот это не диктаторы, никто не может закрыть, потому что тебе портал помогает, высшие силы. И вот это все долго продолжается, конечно. И здесь виноваты мы тоже, народы. В семье терпит, например, какого-то деспота семья, а в целом народе терпит этого деспота весь народ. Они не хотят сказать свое слово «нет» этому человеку, не быть ему в этой семье или не быть ему в этой стране президентом. Вот вся общая беда. Это беда человечества. Присвоение экспортной выручки за газ. Мировые региональные конфликты продлевают жизнь туркменской диктатуры. Это тоже событие в соседнем Афганистане, в Сирии и на постсоветском пространстве. Все это эликсир для туркменской диктатуры. Диктатор Гурбангулы Бердымухамедов ворует народные богатства, меняет Конституцию в свою пользу и приводит своего отпрыска на престол. Ни опыта, ни ума, ни фантазии. И такой человек правит сегодня Туркменистаном. С 19 марта, со дня выборов, сегодня 7 августа. Что-нибудь изменилось в жизни туркменского народа? Ничего не изменилось. И не изменится дальше. Это будет продолжаться до тех пор, как называется у нас сегодняшняя тема «Война и мир», как живет туркменская диктатура. Будут войны, региональные конфликты. Это будет помогать существованию туркменской диктатуры. Например, талибаны как пришли в Афганистан, непризнанный президент сам был непризнанный за то, что он незаконно изменил Конституцию и сделал перевыборы в 2017 году. Бердымухамедов побежал в объятия этих талибан, преступников. Да, весь мир в сторону,
он признает их, потому что мир его не признает, а он признает преступников и бежит в их объятия. И потом своего сына отдает в их объятия. Кто такой Талибан, я не буду говорить, все знают. Сколько крови на их руках. Это пусть каждый подумает и тогда поймет, куда побежал Бердымухамедов и в чьи объятия побежал, и в чьих объятиях он хочет укрыться. Бердымухамедов преступник, шансонетка, как проститутка политическая, бежит преступному режиму, а народ его голодный, без закона и без будущего. И вот как влияет война и мир существованию туркменского режима. Благодарю вас за то, что вы меня послушали. До следующих встреч, дорогие друзья, соотечественники.